собирать, это невозможно. И тут я понял, что им надо как-то работать с теми, кто уже есть. И здесь у меня возник следующий вопрос. А как сделать так, чтобы создать или сделать эффективную команду из тех людей, которые у вас уже есть, а не набирать с рынка новых? И с этой мыслью я ходил, какое-то время размышлял, и вот однажды, читая новости, я наткнулся на короткое интервью героя Советского Союза Турникова Андрея Пантелеевича. И вот я дословно сейчас привожу то, что в его, в этом вот, Герой Советского Союза, дословно его интервью звучало так. «Как-то мне везло, что с фронта я вернулся живым, а мог 1000 раз погибнуть, и даже не в бою. Приведу вам небольшой рассказ вот этого человека. На войне вообще ведь как, пишет он, либо ты убьешь, либо тебя убьют. Страшно ли мне было? Конечно. Еще как. Но что делать? Разве у нас был выбор? К примеру, приказ командира взять вон тот дом. Ну, мы пошли, все взяли, из десятка товарищей полегло, погибли. Их даже хоронить не было возможности. Ну, порой мы просто даже, говорит, не хоронили. Единственное, на что можно было надеяться, так это только на своих товарищей. Мы их не выбирали, они были разные. Со всех уголков Советского Союза. Волею судьбы оказавшиеся в одном окопе. Мы становились товарищами, потому что был это единственный способ хоть как-то остаться в живых. И это короткое интервью зацепило меня так, и я получил, как будто сейчас говорит, такой внутренний инсайт. И меня вот в голове начало вертеться ключевые слова. Смотрите, что в интервью было сказано. Либо ты убьешь, либо тебя. То есть жестко. Мотивация жесткая. Либо ты, либо тебя. На кону жизнь. Разве у нас был выбор? То есть у людей нет выбора. Можно было надеяться только на своих товарищей. Еще одна фраза. Мы товарищей не выбирали. Это к тому, что, заметьте, мы сейчас в команду людей можем отбирать с рынка, а у них не было такой роскоши. Далее он пишет, мы все были разные. Мы становились такими, потому что это был единственный способ остаться в живых. И вот эти все ключевые фразы у меня в голове сплелись. Далее он рассказывает об одном эпизоде, когда они в декабре 1943 года совершали разведывательную вылазку по тылам противника и наткнулись на крупную танковую колонну. Для того, чтобы срочно передать эти сведения своим, они отправили связистку Лиду в партизанский отряд. Ну, партизанский отряд, наверное, многие знают, это те люди, которые, ну, как отряды самообороны, в лесах жили и сопротивлялись, там, подрывали железные дороги, автомобильные дороги и так далее. Так вот, они отправили связистку Лиду в партизанский отряд. Лида по дороге попала под минометный обстрел и была тяжело ранена, но смогла доползти до партизан и передать ценные сведения нашим войскам. Вот героическая женщина Лида. Часть разведгруппы вместе с Андреем Пантелеевичем, вот, главным героем, напала на немецкий штаб. Но немцы оказались сильнее их, они захватили их в плен и, как обычно, хотели их повесить, повесили таблички, русские бандиты, хотели повесить их на виселице. И когда они собирались их повесить, немецкий офицер, который руководил вот этим повешением, говорит, вдруг упал замертво. А это, оказывается, вторая часть группы, которая осталась в лесу, пришла им на помощь и освободила их из немецкого плена. Причем основную роль в этом сыграл якут по имени Афанасий. Он, оказывается, увидел немецкого снайпера, захватил его снайперскую винтовку и метким выстрелом убил немецкого офицера, который руководил казнью.
Благодаря этой винтовке он убил немецкого офицера. Короче, весь рассказ был, это описание четкой и слаженной работы всей команды. Вот когда ты читаешь просто как рассказ его, то это выглядит такое, как воспоминание фронтовика. Но поскольку я искал то, что мне нужно, я в этом рассказе увидел слаженную работу всей команды. Каждый человек в команде четко понимал общую цель, свою роль в этом, и свою ответственность, и общую ответственность, и делал все от него зависящее, чтобы вся команда достигла цели. Когда я прочитал эту историю, я задумался. Я задумался о том, как и что нужно сделать для того, чтобы сделать команду эффективной с теми людьми, которые уже есть. Так родилась тема моего сегодняшнего выступления. Как сделать эффективной команду с теми людьми, которые уже у вас есть. Главная мысль, вы, наверное, заметили, что в этой истории про фронтовика я понял одно, что роскошь отбирать людей с рынка у людей не существовало, но при этом командиры, эффективные командиры, все равно были эффективны и достигали своих результатов. Вот это было для меня такое открытие. Давайте для начала начнем с определения, что же такое команда. Многие люди не до конца понимают значение этого слова и называют командой что угодно, что попало. Но, как я уже говорил, есть коллектив, есть рабочая группа. Рабочая группа – это группа специалистов, созданная для решения какой-то конкретной производственной проблемы на определенный промежуток времени. И есть команда. Но у команды есть четкие черты и характеристики. Например, 11 вратарей никогда не будут командой. Так же, как и 11 нападающих не будут командой. Также, если вы в работу возьмете 11 финансистов, или там 8 юристов, или возьмете 10 родственников, это тоже не будет командой. То есть у команды есть четкие свои характеристики. Поэтому команда это всегда про единство и разнообразие в одном флаконе. Вот это очень важно понимать. Команда это небольшая группа людей, объединенная единым лидером. Вот роль лидера это целое отдельное выступление, это не тема сегодняшнего выступления, но просто вскользь скажу, что лидер это ключевое, что есть в команде. Обязательно, потому что нету лидера, не будет команды, это просто аксиома. Не бывает команды без лидера. Лидер это ключевое. Единые ценности и единые цели. Команда, она объединена тремя вещами. Единый лидер, единые цели, единые ценности. Дальше. Движимая. Чем движется команда? Команда движется общей мотивацией и общей ответственностью. Дальше. Из кого состоит команда? Команда состоит из людей с разными компетенциями и разными ролями. Вот это очень важно. С разными компетенциями и разными ролями. Поэтому 11 юристов никогда не будет командой. Так же, как 11 финансистов или 10 ваших родственников. Делай, что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть, сказал когда-то Теодор Рузвельт. Мы много говорили сегодня про команду, но я еще раз хочу подчеркнуть, что команда это как рычаг, как увеличительное стекло, которое в разы увеличивает вашу эффективность и позволяет вам достигать больших результатов с теми же самыми усилиями. Не имея команду, вы не сможете достичь значительных результатов. Ну вот я рычаг нарисовал как смог. Говорить о важности и нужности команды, наверное, не стоит, потому что это целая отдельная тоже тема для разговора. Но после изучения истории фронтовиков, первая мысль, на которую я себя поймал, это то, что нужно концентрироваться на тех людях, которые у вас уже есть. Потому что рынок сам по себе не резиновый, вы не можете все время бегать по рынку и хантить себе новых людей. Более того, эффективные люди на рынке не валяются. Эффективные люди, они, как правило, уже пристроены, они, как правило, уже где-то работают.
Поэтому бегать по рынку и перекупать людей – это не самый лучший способ, я На так рынке сказал. не валяется голова. Поэтому я сейчас в этой презентации больше сконцентрируюсь на том, как это делать, чтобы работать с теми людьми, как делать эффективными тех людей, которые у вас уже есть. Конечно, насчет отбора хороших людей в команду, это актуально, если вы будете добирать в свою команду новых людей. Если вы будете добирать. Это актуально. В любом случае, это правило работает. Но это оказалось более второстепенным по сравнению с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Так вот, умение создавать эффективные команды из тех людей, которые у вас уже есть, это, наверное, самый эффективный и самое главное, самый практичный способ достижения результатов. Целое больше, чем сумма его частей. В 2008 году группа исследователей из различных университетов попыталась найти ответ на вопрос, как общий уровень IQ команды зависит от уровня IQ каждого ее члена. Вы знаете, IQ это интеллектуальный коэффициент, то есть уровень интеллекта команды. Раньше мы все считали, что команда это сумма IQ членов команды. Но оказалось, что это совсем не так. И вот группа исследователей это хотела и доказать. Они провели исследование, провели 699 человек, изучили, и аналитики пришли к выводу, что эффективные команды от неэффективных отличало то, как члены эффективных команд относились друг к другу. То есть отношения внутри команды гораздо важнее того, из кого состоит команда. Вот интересный момент. То есть вы можете в одну команду собрать 10 крутых, умных людей. Если там неправильно выстроены отношения, то эта команда будет слабее 10 людей, которые с меньшим интеллектом, но которые выстроили правильные отношения между собой. То есть правильные отношения в команде гораздо важнее того, кто является членом вашей команды. Иными словами, общий уровень IQ команды зависел не от IQ каждого человека, а от наличия групповых норм, которые бы помогали людям работать вместе. То есть IQ команды это не сумма IQ членов команды, а результат их взаимодействия. Вот это было такое прорывной вывод в этом исследовании. В начале 2010-х годов корпорация Google начала вести различные исследования, целью которых было выяснить, как сформировать идеальную IT-команду. Google потратил миллионы долларов на эти исследования, они отслеживали все аспекты работы своих сотрудников, от того, какими чертами они обладают, какими чертами обладают лучшие менеджеры, какими чертами обладают различные команды, даже до того, с кем они предпочитают обедать. Ну, денег много у Гугла, они изучали просто все, что возможно. Так вот, еще древнегреческий философ Аристотель, учитель и воспитатель великого полководца Александра Македонского, подметил важность команды. И поэтому компания Google именно так назвала свой грандиозный проект по изучению эффективности команды проект Аристотель. Проект Аристотель. В 2012 году Google запустила проект Аристотель, в ходе которого исследователи изучали особенности взаимодействия членов команды, независимо это эффективная команда или неэффективная команда. Аналитики пытались выявить причины, по которым одни команды добиваются успеха, а другие команды не добиваются. В феврале 2016 года Google опубликовал в New York Times Magazine статью, в которой рассказывается о результатах вот этого ставшего уже известным исследования, проект Аристотель, который начался в 2012 году. Отправной точкой исследований стало распространенное предположение,
что успех команды напрямую зависит от состава ее участников. То есть комбинация их типов личности, их знаний, их навыков, опыта и всего того, что они могут привнести в работу команды. То есть отправной точкой было то, что исследователи все считали, что состав команды это ключевое. Состав команды, компетенции, роли в команде это ключевое. Но выяснилось, что потенциал команды это не сумма способностей ее членов. Полученные результаты привели ученых к выводу о том, что состав команды менее важен, чем принятый в ней способ взаимодействия. То есть исследование Google подтверждает исследования предыдущих исследователей. Это из большого вывода. Однако они отметили, что ключевым фактором успешности команды можно считать сложившиеся в ней нормы взаимоотношений. Другими словами, уважительное отношение членов команды друг к другу способствует повышению ее коллективного интеллекта так же, как негативные эмоции способствуют разрушению даже команды блестящих специалистов. То есть они вывели две вещи, что хорошие позитивные отношения способствуют увеличению IT команды, а негативные они разрушают даже хорошую команду специалистов. Ученые назвали выявленный фактор психологической защищенностью. В практическом смысле это означает, что все члены коллектива имеют равные возможности выражать свои мысли и идеи, не боясь при этом быть осмеянными, а также способны интуитивно чувствовать и распознавать на основе невербальных сигналов эмоции своих коллег и относиться к ним уважительно. Давайте теперь по пунктам пройдемся по результатам исследований. Что же они выявили в процессе этого грандиозного, многолетнего, многомиллионного исследовательского проекта? Итак, первый фактор – это психологическая безопасность. Психологическая безопасность – это важный фактор, который подчеркивает наличие в команде таких взаимоотношений, при котором человек не боится своих коллег, своего начальства, может высказывать свою точку зрения, свое мнение. Он не стесняется и не боится оставаться таким, как он есть, и знает, что со стороны коллег не последует необоснованная критика. Его не объявят невежественным, некомпетентным, неумным, неспособным и так далее. Ему не пришьют ярлыков, его примут таким, какой он есть. Они уверены, что команда им всегда поможет, и никто из членов команды не будет смущать и наказывать других за то, что они признают свою ошибку. Или за то, что зададут глупый вопрос. Вот что такое психологическая безопасность. Первый фактор эффективности любой команды. Вот можете себе прям сделать заметки. Вот я хотел бы, чтобы все знания, которые вы от меня получаете, чтобы сразу начали применять. Когда вернетесь к себе на работу, независимо от размера своей команды, 3 человека, 5 человек, 10 человек, проверьте, насколько у вас психологическая безопасность есть в вашей команде. Я выступил первым, говорит Мэтт Сакагучи, бывший специалист и продавец электроники, теперь работавший в Google. Я рассказал подчиненным, что в течение долгого времени борюсь с раком. У меня 4-я стадия этого заболевания. В 2001 году врач обнаружил опухоль в моей почке. И к тому времени, как был диагностирован рак, он успел распространиться на всю спину. Во время работы в Google я прошел курс лечения, но недавно врачи обнаружили, что заболевание гораздо более серьезное, чем оказалось изначально. Никто из сотрудников не знал, что сказать. Все они работали с Мэттом в течение 10 месяцев и искренне любили его, так же, как они любили друг друга. Но никто не подозревал, что имеет дело с подобной ситуацией своего коллеги. После этого каждый сотрудник поделился своей историей, и мы почувствовали, что отныне мы одно целое.
Как вы видите, психологическая безопасность и эмоциональные отношения – это основа сплочения команды. Поэтому не бойтесь делиться со своими сотрудниками. Опыт проекта «Аристотель» показал, что сотрудники не хотят, приходя на работу, оставлять все свои личные переживания за порогом. Никто не хочет оставлять часть своей личности дома. Мы должны чувствовать себя свободно, чтобы делиться вещами, которые нас волнуют, не опасаясь упреков, либо холодного отношения. Вот это очень важная часть исследования. Люди, приходя на работу, хотят оставаться теми же самыми, а не играть те роли, которые им навязали на работе. Урок второй. Надежность. В надежных командах члены команды выполняют работу качественно и в срок, в отличие от противоположной ситуации, когда люди уклоняются от своих обязанностей. Это определяется взаимосвязью и взаимными обязательствами членов команды друг к другу. Они на 100% уверены, что могут друг на друга положиться. Надежность является основой негласных обязательств членов команды друг перед другом. И когда я размышлял над этим, я подумал, а в чем ценность надежности? Так вот, вы знаете, ценность надежности в том, что она порождает доверие. Только когда вы знаете, что твой коллега тебя не подведет, выполнит работу качественно и в срок, это порождает доверие. Поэтому ценность надежности в том, что она порождает доверие. Поэтому, возвращаясь к вашей личной ситуации, будьте надежными, делайте все качественно и в срок. И этим самым вы заслужите доверие своих коллег и членов коллектива. Третий фактор – это структура и четкость. Члены команды имеют четко установленные цели, четкое понимание того, что они должны добиться, планы, расписанные шаги, необходимые для достижения цели и привязанные к срокам и ответственным. Функции – это перечень функциональных обязанностей, которые они выполняют ежедневно. Задачи, что конкретно они должны сделать, зона ответственности, правила игры, роль в команде. То есть, помимо психологической безопасности и надежности, никто не отменял структуру и четкость. Хорошо, потому что психологическая безопасность и надежность, хорошо, человек хочет уже что-то делать, хочет быть эффективным, но они будут только друг об друга стукаться из-за несогласованных действий. И именно структура и четкость делает из просто группы людей машину. Машину, которая становится эффективной. Кстати, многим, наверное, показалось, что структура надежность это что-то бюрократическая, сложная вещь и так далее. Вы знаете, это самая простая вещь, которую можно сделать. Это самая простая вещь, которую можно сделать. То есть не парьтесь по поводу, что вот планы, цели, функциональные обязанности, это что-то сложное. Нет. Вы честно расскажите членам своей команды, ребята, нам нужно вот это сделать, иначе мы будем неэффективными. И если ваши члены команды сопереживают делу и вовлечены, они сами напишут и функционал, и сами там планы, цели, вы все правильно выстроите. Именно структура и четкость позволяет людям в команде не распылять свою энергию зря. Четвертый фактор эффективности команды, чтобы вы не боялись, их всего 5. Четвертый фактор эффективности команды – это наличие смысла или осмысленность. Это когда каждый член команды знает ответы на вопрос, почему он здесь работает. И это, кстати, одна из главных задач лидера команды – все время объяснять каждому члену команды, почему он здесь находится. Когда работа для него имеет огромное персональное значение, а понимание своей ценности и смысла деятельности питает человека энергией, позволяя выкладываться на полную мощность. Я бы назвал этот фактор увлеченностью. Потому что именно вовлеченность человека в дело заставляет его распаковывать его таланты.
Именно вовлеченность человека позволяет распаковывать его таланты. Сила команды – это потенциал каждого участника, умноженный на его вовлеченность. Потому что, смотрите, если у члена команды высокий потенциал, но низкая вовлеченность, то от его потенциала пользы ноль. А если вы возьмете простого человека, но его вовлекете, то, поверьте мне, этот человек будет развиваться и никогда не остановится. Сегодня он может быть, у него низкий потенциал, но за счет вовлеченности мы люди, мы эволюционируем, мы растем. Он найдет книжки, он найдет YouTube-каналы, как развиваться, как найти, как решить проблему. И увидите, этот человек преобразится. Поэтому вовлеченность – это номер один по важности, по сравнению с потенциалом. Мы, люди, делаем ошибочно, не тех зайцев гоняем, грубо говоря. Мы ищем людей с высоким потенциалом. А надо основной упор и внимание сделать на тех людях, которые уже есть, но внимание направить на вовлечение их, на увлечение, вовлечение. Недаром в кайдзен-технологии опытные эксперты никогда не говорят внедрять кайдзен. Они говорят вовлекать в кайдзен. Внедрять кайдзен невозможно. В кайдзен можно только вовлекать. И пятый фактор – это видимый вклад в общее дело. Каждый человек, каждый член команды должен видеть свой вклад в общее дело. Если он не видит свой вклад, то он теряет мотивацию. Мы люди такие существа, нам обязательно нужно видеть процесс и результат этого процесса. Если мы видим только процесс, но нет результата, то это для нас воспринимается как бессмысленная работа. А если мы видим результат, но нету процесса, то это беда детей богатых родителей. У детей богатых родителей есть все. Есть результат, деньги, машина, дом и так далее. Но нету процесса, они не видели, как этого достигать. Соответственно, они не ценят результат, а родители злятся, что вы не цените, неблагодарны и так далее, и так далее. И у детей нет желания развиваться, потому что нету процесса. Поэтому для любого человека важно наличие процесса и результата. И самое главное, чтобы человек видел прогресс в движении. Как вся команда приближается к цели. Если человек дает просто работу и не показывает его результата труда, то он очень быстро разочаруется. Если же дать человеку результат и процесс, он тоже быстро разочаруется и не будет ценить результат. Про детей богатых родителей я уже сказал. Это вообще целая большая тема о том, как воспитывать детей. И вы знаете, парадоксально, хорошая новость для бедных, плохая новость для богатых. Дети, которые живут в бедных семьях, они сильнее стремятся к успеху. Дети богатых родителей никуда не стремятся, к сожалению. И это, наверное, заложенный Всевышним закон, чтобы богатство не оставалось поколениями. Каждый раз ты должен доказывать свое право на богатство. Поэтому в обществе богатство как меняется? Вот богатый человек, потом его дети профукивают эти деньги, становятся бедными, потом их дети становятся бедными, и потом они заново начинают круг, и вот так круговорот богатства в обществе, можно сказать. Итак, мы рассмотрели 5 основных факторов эффективности команд, выявленных на основе многолетнего, многомиллионного исследования, проведенного компанией Google в рамках проекта Аристотель.